Крылатая пехота в деле. Сегодня свой праздник отмечают десантники. «Закрой окно, в доме ребенок». В республике идет профилактическая акция. Фитнес-центр по мировым стандартам. У сибайцев появилось новое место для полезных увлечений. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей. В студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Сегодня в России отмечают День воздушно-десантных войск. Голубые береты каждый год 2 августа встречаются, вспоминают былое и чтут память погибших товарищей. Девиз «Никто, кроме нас». Для них не просто слова, а напутствие на всю жизнь. В Сибае торжественные мероприятия начались с митинга у памятника воинам-интернационалистам. Крепкие и сильные мужчины в голубых беретах – элита российской армии. Сегодня они собрались у памятника солдатам, принимавшим участие в боевых действиях, чтобы почтить их память и поздравить друг друга с профессиональным праздником. Со словами поздравлений к десантникам обратился военный комиссар по городу Сибай и Хайбульскому району Ринат Забиров. Поздравляю вас с очередной годовщиной образования воздушно-десантных войск. С самого момента своего создания воздушно-десантные войска у нас находятся на острие, является самым боеспособным родом войск вооруженных сил. Им доверяются самые сложные, ответственные задачи, порой невыполнимые, с которыми этот род войск всегда справляется с честью. На груди почти каждого десантника награды. Афганистан, Чечня и другие горячие точки позади. Воздушно-десантные войска всегда отправляют на самые сложные задания. Попасть в этот род войск могут не все. Каждый кандидат проходит тщательный отбор. Выбор останавливают на самых крепких и выносливых. ВДВ – войска дяди Васи. Так расшифровывают военные между собой эту аббревиатуру. Дядя Вася – генерал армии Василий Маркелов, основатель этих элитных войск. День десантника для всех голубых беретов не просто праздник. В этот день они могут встретиться со старыми товарищами, вспомнить былые тяготы службы и поздравить друг друга. День воздушно-десантных войск – это для нас, для десантников, святое. Каждый из нас отдал долг Родине, и это прежде всего честь, сила, мужество, отвага. Никто, кроме нас. Поздравляю всех десантников с Днем образования воздушно-десантных войск. В первую очередь хочу пожелать всем десантникам это крепкого здоровья, чтобы вы всегда могли стать опорой своим близким, могли стать на защиту нашей Родины в любое время. Ну и, конечно же, хочется сказать, чтобы вы были примером подрастающему поколению. В нынешнем году организаторы праздника постарались сделать программу мероприятий насыщенной и интересной. Остались позади бурные купания в фонтане и громкие гулянки. ВДВшники сегодня гуляют культурно и стараются быть достойным примером подрастающему поколению. Решили провести мероприятие на стадионе Труд, именно посвященное 87-й годовщине образования воздушно-десантных войск. В план мероприятия входит у нас 18 часов начала, это торжественное построение, все, и потом спортивно-массовая работа. То есть на данную спортивно-массовую работу мы будем в основном привлекать всех десантников, которые будут участвовать в различных спортивных программах и выявлять самых сильнейших и, соответственно, награждать их. Далее у нас концертная программа, где среди наших воинов-десантников есть таланты, которые играют на гитаре, также поют, которые исполнят для всех жителей, гостей города концерт, посвященный именно Дню воздушно-десантных войск. На смену нынешним защитникам Родины уже готовится прийти подрастающее поколение. В Сибае уже как полгода действует военное патриотическое движение «Юная армия». Несмотря на столь короткое время существования, ряды юноармейцев уже успели хорошо пополниться. Сейчас в данный момент туда вступило 362 школьника и средних учебных заведений там, до 18 лет. Ну, работа активно ведется в каждой школе. Есть отряды юноармейцев, военно-патриотические клубы, 4 клуба, которые действуют в городе Сибай, тоже вступили в ряды движения «Юная армия». И на базе 9-го лицея тоже создан военно-патриотический клуб. Вот сегодня, в август месяц, получается ровно полгода. За полгода данный клуб проявил себя только с хорошей стороны. Празднование Дня ВДВ в нашем городе завершится вечерним концертом на стадионе Труд. Там же пройдут и спортивные состязания. Антон Шерстнев, Александр Половнев, Олег Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.
К другим новостям. В последнее время в республике участились случаи выпадения детей из окон, которые чаще всего заканчиваются трагически. Одно из последних происшествий произошло на днях в Уфе. Ребенок чудом остался жив после падения с 7-го этажа. А в реанимации Республиканской детской клинической больницы сейчас находятся 2 детей, которые получили тяжелые травмы после падения из окна. Всего с начала этого года зафиксировано 4 таких происшествия со смертельным исходом. Чаще всего дети опираются на москитную сетку, которая не выдерживает их вес. «Жизнь наших детей бесценна» – так звучит слоган акции «Закрой окно, в доме ребенок». Ее инициатором выступило Министерство образования Башкортостана. В эти дни по городу проходят профилактические рейды. Акция «Закрой окно, в доме ребенок» стартовала в нашей республике с 1 июля. Она призвана напомнить родителям о простых мерах предосторожности и внимательном обращении с детьми. В рамках данной акции проверяются все многодетные и неблагополучные семьи, так как именно там риск выпадения детей из окон намного выше. Каждый год есть случаи выпадения детей из окон. И в связи с этим акция должна напомнить родителям, чтобы о своих детей, чтобы они закрывали окна, не оставляли их дома одних. Представители отдела опеки в первую очередь формируют список многодетных и неблагополучных семей и только после этого совершают рейды. Акция предусматривает проверку условий жизни и объяснение правил безопасности, которые помогут исключить трагические случаи. Эти правила настолько просты, что и дети их знают, однако многие просто пренебрегают подобными рекомендациями. В рамках акции «Закрой окно, в доме дети» планируется посетить многодетные семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Акция будет проходить до 30 сентября 2013 года. До 30 сентября мы посетим все семьи многодетные. Если следовать простым правилам и всегда следить за действиями ребенка, то случаев выпадения детей из окон можно было бы избежать. Каждый родитель должен помнить, пренебрегая правилами безопасности, он ставит под угрозу самое главное – жизнь своего ребенка. Ляна Кириллова, Оксана Старовойтова, Олег Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Давно забытая традиция собирать макулатуру вновь набирает обороты. И это благодаря ребятам из молодежного парламента города, которые в эти дни объявили акцию по сбору макулатуры. Ее конечным итогом должна стать высадка деревьев. Более подробнее об этом в специальном интервью нашей программе. Точно так же, как и в прошлом году, пройдет акция по сбору макулатуры «Сделаем мир лучше» с 1 по 7 августа. Все точно так же. Будет 2 этапа. Первый этап – это с 1 по 3 августа, то есть мы будем ездить на машине и будем собирать макулатуру мобильно. Затем 4 по 7 августа будет организован стационарный пункт приема макулатуры на базе МФК «Зауралье». С часу до 6 часов любой житель города может прийти и сдать макулатуру и взамен получить какой-нибудь небольшой подарочек. Также, кто хочет поучаствовать в первом этапе, у кого нет возможности сдать макулатуру своим ходом, может подать заявку через СМС. Можете отправить на мобильный телефон адрес места жительства и примерно какое время будет удобно сдать макулатуру. В том году мы посадили 26 саженцев деревьев. Мы считаем, что это очень хороший результат для начала. В этом году мы планируем собрать намного больше, и все вырученные средства со сбором макулатуры пойдут на посадку деревьев. В год экологии мы хотим решить много экологических проблем, в том числе и обращение с отходами. 100 килограмм макулатуры заменяет одно дерево, так что мы считаем, что сдавать макулатуру – это очень полезно для природы, это очень рационально будут использоваться природные ресурсы. Вот мы призываем всех участвовать в этой акции. И последнее. 31 июля и 1 августа в новом фитнес-центре Body Club, который располагается на 4-м этаже торгового комплекса «Аструм», проходили дни открытых дверей для всех желающих. Испытать высокий уровень сервиса за это время смогли сотни горожан, заботящиеся о своей спортивной форме. Как заявляет руководство, фитнес-центр соответствует мировым стандартам. Ринат Музафаров решил убедиться в этом лично. Просторный тренировочный зал, насчитывающий десятки современных брендовых тренажеров, несколько рядов оборудования для кардиотренировок, комнаты для групповых занятий, квалифицированный штат фитнес-тренеров, фитобар, сауна, солярий и самые современные системы кондиционирования в помещениях.
Всего 850 квадратных метров персональной свободы для всех, кто бережно заботится о своем здоровье и состоянии тела. И все это о новом фитнес-центре Body Club, распахнувшем свои двери на 4-м этаже торгового комплекса «Аструм». Продвинуть спорт в массы, обеспечив сибайцам условия, отвечающие мировым стандартам, как комментирует ситуацию руководство клуба, стало возможным благодаря реализации социальной программы «Вперед, Сибай». Эта идея была заложена, в принципе, когда проект формировался, чтобы был у нас, как говорится, в Сибае хорошего уровня спортивный зал, так как вообще идея это же проекта «Вперед, Сибай» это и социальный, и спортивный, именно уровня хорошего, но доступного для наших горожан. Придерживаться принципа «красивое тело» как отражение здорового образа жизни с новым фитнес-центром Body Club теперь совсем не сложно. Возможность посещать тренировки имеется как ранним утром, так и вечером. Кроме того, родители, целиком посвятившие себя воспитанию детей, на время занятий смогут оставить ребенка в специально оборудованной детской комнате. В первую очередь это современное оборудование, по высшим стандартам сделано. Во-вторых, удобный график работы, то есть любой человек в любое время может прийти практически, в период с 8 до 10 вечера. Также в планах, если народ будет проситься пораньше, то на час еще смену увеличим. Далее вариация всяких аэробных программ в плане сайкл, тайбо, степы и прочее проводится отдельно, но входит в стоимость абонементов. Ну и все-таки стоимость сама зала довольно-таки приемлемая. Мне, так скажем, есть с чем сравнивать. Я был во многих городах, во многих залах. И мы уровень держим не ниже Магнитогорска, а возможно даже и выходим на некоторые там и большие города типа Питера и тому подобное. Официальное открытие фитнес-центра состоялось 31 июля. На протяжении следующих 2 рабочих дней всем посетителям предоставлялась возможность бесплатно оценить уровень сервиса, а также приобрести абонемент по акции. Вообще ценовая политика фитнес-клуба предусматривает гибкую тарифную систему, учитывающую индивидуальные потребности посетителя и реальную платежеспособность населения. У нас ценовая политика, она в принципе различна. Есть прайс, который, как говорится, стандартный прайс. В принципе, подходили очень аккуратно, потому что Сибай город, так сказать, людей не высокого уровня дохода. Вот. И на сегодняшний момент, если у нас, допустим, годовой абонемент стоит 15 500, то сейчас идут акции, он стоит 8 400. Вот это такая акция. В ближайшие дни, я думаю, надо горожанам нашим следить за нашей страничкой ВКонтакте Body Club Сибай фитнес-клуб, где вся информация обновляется, и смотреть эти акции, ловить, так сказать, момент, посещать наш зал. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости среды. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. Кроме того, свои новости, вопросы или пожелания вы также можете сообщать на сотовый телефон службы новостей 8 927 303 43 43, либо писать сообщения в Вайбере и WhatsApp. Связь доступна в рабочее время. На этом все. В студии работала Наиля Ахмеджина. Удачи, до встречи в эфире.